Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара. Приветствуем вас. Меня зовут Попова Ванда Цветановна. Я являюсь методистом Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Я также являюсь специалистом Республиканского консультационного центра. Сегодня на нашем вебинаре «Как любить ребенка. Духовно-нравственный аспект» мы еще раз с вами поговорим о наших с вами традиционных отечественных ценностях, о сотрудничестве семьи и школы, о подходах к воспитанию детей, о некоторых кризисных, может быть, явлениях в современных семьях. И, конечно же, еще раз поговорим о любви и верности. Сегодня участников вебинара также будет приветствовать священник, отец Максим Стыров. Он является кандидатом экономических наук и старшим научным сотрудником Академии научный Уральский центр. Ну, еще раз хочу вам сказать, что наши вебинары, они в рамках проекта нашего Республиканского консультационного центра. Неоднократно мы с вами уже встречались, и мы всегда рады вашим вопросам, отзывам, рекомендациям. Всегда с вами на связи, и все наши контакты есть также на сайте Коми Республиканского института развития образования. Тема нашего сегодняшнего вебинара как продолжение предыдущей. И кто помнит или кто уже был на предыдущем вебинаре, мы говорили о таких важных отечественных наших ценностях, как послушание, жертвенность, как служение Отечеству и ответственность. Вот сейчас предлагаю вашему вниманию задаться с такими вопросами, проблемными вопросами. Предлагаю вот вам посмотреть на этот небольшой вот плакат и ответить для себя такие вопросы. Что значит любить для меня лично? Что это значит? Может быть, подумайте над таким вопросом, как «Я хочу, чтобы моя любовь была». «Я не хочу, чтобы моя любовь была». Любовь дает мне право. Любовь не дает мне права. Вот если вы сейчас попытаетесь заглянуть внутрь себя, посмотреть на эти ключевые фразы, которые связаны с своим мироощущением и своим отношением к миру и прежде всего к любви, может быть, вы как раз будете ориентироваться на тот идеал любви, который мы с вами сегодня вам предлагаем, вашему вниманию. Для нас, конечно, мерилом и критерием отношения любви к себе, к ребенку, к своей семье, к Отечеству и к миру, конечно, является любовь высокая, божественная, идеальная любовь, совершенная любовь. Именно на этом критерии мы с вами сегодня будем выстраивать наши с вами занятия. Следующее задание, которое я вам предлагаю выполнить, это посмотреть на взаимоотношения между поколениями. Очень важна связь поколений в передаче ценностей. Что значит ценность послушания? Как она связана с ценностью жертвенность, ответственность, служение? Вот все эти ключевые фразы. Постарайтесь создать некую такую цепочку, иерархию в отношении этих понятий, для того, чтобы лучше понять, каким же образом передаются ценности, каким образом они усваиваются и переводятся в нашу непосредственно жизнь, то есть в наш внутренний мир, в наше осознание.
И здесь вот сейчас каждый из вас наверняка вот попытался выстроить вот эту цепочку. Что для меня самое главное среди данных ценностей? Итак, еще раз. Послушание, жертвенность, ответственность, служению Отечеству. Идеально, конечно, работать над понятиями в формате, так скажем, личных каких-то встреч, дискуссионных площадок. Формат онлайн-конференции или вебинара, он немножечко затрудняет наше с вами взаимодействие. Но каждому из вас сегодня предоставляется возможность все-таки посмотреть внутрь себя, как я взаимодействую с членами своей семьи, со своими родителями, со своим супругом, со своими братьями и сестрами, и, конечно же, с ребенком. От того, как мы взаимодействуем в семье, наш ребенок учится взаимодействию с миром, потому что наши взаимоотношения – это как зеркало, которое отражается, и мы не можем не менять себя и менять отношения. То есть в любом случае мы должны обращать внимание и устремлять свой взор внутрь своей личности. Что прежде всего со мной не так? Что я должен понять, осмыслить и оценить прежде всего в самом себе. И от этого будут мои взаимоотношения меняться уже и с членами семьи, и, конечно, собственным ребенком. Еще раз обращаемся, так, извините, не тот слайд вышел. Обращаю ваше внимание на наши базовые социокультурные ценности, которые мы с вами деятельно осваиваем с детьми. То есть что значит деятельно? Мы не можем сказать, что именно через разговоры наши дети что-то усваивают. Они видят наши практические действия, они видят наши оценки поступков других людей, они видят, как мы читаем литературные произведения и даем некий анализ этим поступкам литературных героев. И через осмысление текстов очень часто происходит взаимообогащение. И мы понимаем, что именно традиция, а может быть ее возрождение, традиция семейного прочтения литературных произведений, она оказывает колоссальное воздействие на формирование личности ребенка. Сегодня мы обращаем на такие ценности сами по себе, как жизнь, семья, забота, милосердие, мудрость, труд, благодарность, мужество, подвиг, слово, книга, память, праздники, героическая история нашей Родины, любовь к ближнему Отечеству. Какие святые и ценные слова. Но чтобы эти слова не стали не просто словами, а чтобы они были осмысленны, мы должны, конечно же, прежде всего не только работать над этими понятиями, но и чтобы наша жизнь, она была, измерялась по данным критериям. В этой системе ценностей очень важное место занимает понятие «труд». Именно о труде сегодня мы с вами будем вести речь в нашем сегодняшнем мероприятии. Мы уделим этой теме особое место, потому что труд – это основа не только нашей трудовой профессиональной деятельности, а труд – это работа каждого члена семьи над собственным внутренним миром, по самопреодолению самого себя. Труд – это и создание тех условий, при которых формируются гармоничные отношения с ребенком. Труд – это и забота, труд – это и сама жизнь, потому что как только мы прекращаем трудиться, можно сказать, теряется и особый смысл нашего бытия. Сегодня мне хотелось бы поговорить еще и не только о литературных произведениях, но и о сказках. Привожу пример Корнея Ивановича Чуковского, его высказывания.
По-моему, цель сказочников заключается в том, чтобы какой угодно ценой воспитать в ребенке человечность, эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу как свою, чтобы пробудить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать, сорадоваться, без которой человек не человек. То есть первая задача, конечно же, научить ребенка трудиться над своей душой. И это, наверное, очень важная задача в нашей системе семейного воспитания. Также нам очень хотелось бы вырастить, конечно же, грамотных, развитых, умных детей, научить их читать, показать, что чтение не только приятное развлечение, но и мощнейший фактор развития личности. Важной функцией, которую выполняет художественная литература, является то, что она развивает внутренний мир человека, развивает его воображение, учит его мечтать, думать, ставить цели, делать выводы. А главное, развивает внутренний мир, раскрывает в человеке творческие способности. И тогда человек многого достигает. А также книги помогают людям стать личностями. Однажды Альберта Эйнштейна спросили, как вы можете сделать наших детей умнее? Его ответ был простым и мудрым. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умны, сказал он, читайте им сказки. И если вы хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им еще больше сказок. В нашем современном мире очень много, так скажем, информации, которая поступает с экранов телевидения, компьютера. И очень многие сказки, скажем, стали усовершенствованы, так скажем, не в более не хорошем каком-то вот воспитательном аспекте. Ведь сказка – это главный атрибут вообще воспитания любого ребенка, особенно в дошкольном возрасте. Раньше сказки рассказывались бабушками, несли в себе добро, любовь и заботу. Ныне же воспитание наших детей перешло, как правило, в руки западных мультипликаторов. Какие же могут быть последствия от этого? Мне бы хотелось, конечно, вас познакомить с таким психологическим документальным фильмом, исследованием психологов, которые на данной ссылке о вреде иностранных мультфильмов. Очень часто сказку ребенок переживает как нечто трогательное, нечто интимное и очень личное, переводя ее в ранг своего внутреннего мира. Если же в сказке смешиваются понятия добра и зла, и у ребенка теряется внутренний ориентир добра и зла, то ребенок постепенно перестает различать, когда в каком случае мы сочувствуем герою, а когда мы должны ему помочь исправиться, и в каком случае мы должны где-то, может быть, даже его осудить. Так, в наших традиционных сказках образ Бабы-Яги – это образ, скажем, не всегда доброго персонажа. И образ Бабы-Яги иногда даже русский народ характеризовал именно женский образ, который наделен негативными чертами характера. Там, где есть зло, в принципе, добра быть не может. И если ребенок сочувствует Бабе-Яге в плане того, что она не исправляется, то, конечно же, ребенок понимает, что именно все злые поступки, они всегда связаны с понятием зло. В иностранных мультфильмах понятия добра и очень часто перемешиваются, и ребенок иногда смотрит и сочувствует положительному герою, а положительный герой начинает вести себя как отрицательный персонаж. Отсюда происходит смешение понятий. И благодаря русским народным нашим сказкам, отечественным нашим сказкам, у ребенка появляются более четкие ориентиры в отношениях поступков людей, потому что чаще всего сказочные персонажи именно учат детей правильному поведению в нашем обществе.
Если мы говорим о некоторых важных достоинствах человека, то чаще всего нам на помощь приходят пословицы и поговорки. В пословицах и поговорках не только отражены идеалы любви, семьи, но и достоинства человека. Ну, например, такие пословицы, как «без цели ничего не делают», «бережливость лучше прибытка», «была бы охота, заладится всякая работа», «а быть занятым значит быть счастливым», «в бою побеждает кто упорнее и смелее, а не кто сильнее». Такой жанр литературы, как фольклор, пословицы и поговорки, загадки, в ней отражена именно народная мудрость. Вся та сокровищница, которая передавалась из поколения в поколение. Это мудрые мысли, которые прославляли такие качества в женщинах, как целомудрие, достоинство, верность. И, конечно же, мы, если работаем с детьми над изучением этого жанра, то, конечно же, нам в этом помогает именно духовное наследие, которое передают нам выдающиеся педагоги. Так выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Русские пословицы имеют значение при первоначальном учении отечественному языку. Во-первых, по своей форме, во-вторых, по своему содержанию». Я бы хотела еще раз вспомнить о том, как же важно развивать ребенка с раннего возраста. Но иногда усилия родителей, вместо того, чтобы ребенка нацелить и направить на познание именно тех ценностей и добродетелей, очень часто родители углубляются в преждевременное, в раннее развитие детей. И очень часто с 3-летнего возраста родители пытаются обучить ребенка письму, грамоте, чтению. И такое преждевременное развитие не может не оставить негативного влияния на развитие личности, так как оно в данном случае не соответствует возрастным и физиологическим особенностям. Время, проведенное с нашими детьми, не повторится вновь. Милое сегодня уже никогда не повторится. И эти секунды уйдут в прошлое. Грядущее незаметно становится настоящим, а затем былым. Все хорошее и доброе нужно делать сразу, сегодня, сейчас, не ожидая лучших времен, прилива сил или приподнятого состояния духа. Мгновения составляют целостную картину жизни. Мгновения, проведенные с близкими. Мгновения, проведенные в любви. Не все люди на планете гениальны. Хотя наше мнение, что в каждый ребенок гениален по-своему. Но если у ребенка еще и присутствует такой фактор, как плохие гены, то тут уж ничего не поделаешь. И даже если гены хорошие, то мозгу нужна когнитивная нагрузка, иначе он киснет. И путей развития в таком случае несколько. Современные мамы начинают развивать с пеленок, будучи уверенными, что это идеальный подход к воспитанию и развитию. Однако психолингвист, нейробиолог, профессор Татьяна Владимировна Черниговская в своей лекции «Как научить мозг учиться» рассказала, что важнее не пытаться вложить в голову ребенка максимум знаний, а понимать и использовать ресурсы мозга. Использование некоторых секретов сделает процесс обучения проще и понятнее. Для детей очень важно начать учиться вовремя. Главная беда современного ребенка в том, что чаще всего родители испытывают такой недуг, как тщеславие. И когда мне говорят, я своего сына в 2 года начал учить читать, то я отвечаю, для чего это вам необходимо? Он 2 года не может этого делать, его мозг к этому не готов. Если же вы его будете дрессировать, он, конечно, будет читать и книги, и писать, но перед родителями должна стоять другая задача, более важная, по формированию навыков трудолюбия. А как можно воспитать трудолюбие в детях? Конечно же,
есть такой термин, как возраст школьной зрелости. Он определяется так: одному ребенку 7 лет, другому тоже 7 лет. Но один идет в школу, потому что ему мозг к этому готов, а второму надо еще 1,5 года дома с мишкой играть, только потом садиться за парту. По официальным данным, у нас более 40 детей имеют трудности с чтением и письмом по окончании начальной школы. И даже в 7 классе некоторые плохо читают. У таких детей вся когнитивная мощь мозга уходит на то, чтобы продраться через буквы. Поэтому если даже он и прочитывает текст, то понять смысл сил уже не остается. И любой вопрос по теме поставит его в тупик. Так появляется вопрос: а в чем же тогда, для чего такие усилия необходимы, и что ставят родители во главе угла? То есть получается, трудолюбие таким образом, оно не нарабатывается, а вред, который мы можем причинить психике ребенка, может быть колоссальным. Итак, в общем-то, перед нами стоит очень важная задача, каким же образом помочь ребенку стать именно той личностью, той зрелой личностью, которая готова освоить и трудовые навыки, и понять смысл учения и научения, а также воспроизвести именно те ценности, которые необходимо усвоить в соответствии с определенными возрастными особенностями. Психологи считают, что очень важно ребенка научить слушать музыку. Современные нейронауки активно участвуют в изучении мозга в то время, когда на него воздействует музыка. И мы сейчас знаем, что когда музыка участвует в развитии ребенка в раннем возрасте, это очень сильно влияет на структуру и качество нейронной сети. Когда мы воспринимаем речь, происходит очень сложная обработка физического сигнала. Нам в ухо ударяют децибелы, интервалы, но это все физика. Ухо слышит, а слышит мозг. То есть ухо слушает, а слышит мозг. И вот таким образом мы с вами понимаем, что вся атмосфера нашей семейной жизни, весь уклад, те гармоничные отношения, которые мы создадим ребенку для усвоения тех или иных норм поведения в нашем мире, будет зависеть в дальнейшем, каким образом ребенку будет дана, так скажем, информация, которую он сможет проанализировать самостоятельно, критически к ней отнестись. Также ребенок будет более продуктивно познавать самого себя в этом мире, искать свое место в этом мире. И если мы не будем навязывать ребенку, а будем предоставлять ему свободу для размышления, именно для того, чтобы не только быть грамотным в этом мире, это очень важно, но и самое главное — быть человечным. И эта задача, наверное, для каждого родителя, она является, или, по крайней мере, должна быть первостепенной значимости. Сегодня мне, к сожалению, не удалось, может быть, раскрыть вопросы именно в том объеме, в котором бы мне хотелось, но хочу предупредить о возможности продолжения нашей с вами темы 6 июля, когда мы с вами можем встретиться, и наша встреча будет посвящена такой важной теме, как празднование государственного праздника День семьи, любви и верности. На следующей встрече мы с вами рассмотрим еще несколько вопросов, которые будут связаны с духовно-нравственным воспитанием в семье. Я хотела бы познакомить вас с таким изданием, как «Один раз на всю жизнь». Это издание священника Ильи Шугаева. Мы посмотрим с вами на семью именно с точки зрения взаимоотношений между мужем и женой. Именно то наследие, которое оставлено нам святыми князьями Петром и Февронием Муромскими. Еще раз мы вспомним с вами
может быть, о таких важных понятиях, как значениях, как духовное значение имени для ребенка. В общем-то, все эти задачи, которые я сегодня поставила, я надеюсь, что у нас будет возможность продолжить нашу с вами встречу. Благодарю вас за внимание. Если у вас будут вопросы, вы можете их задавать в чате. А сейчас я передаю слово священнику отцу Максиму. И надеюсь, что в продолжении темы отец Максим поговорит с вами о дальнейших наших с вами оставшихся вопросах. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю уважаемую Владимиру Цветановну за приглашение, за нашу дружбу, сотрудничество Института развития образования, за эту возможность нам сегодня быть вместе с вами. Я хотел бы говорить сегодня о той, может быть, самой сильной опасности духовной, которая поджидает в этом мире каждого человека. И ваших детей, конечно, тоже. И опасность ее тонко заключается в том, что мы ее сами и развиваем, мы ее сами созидаем, потому что она связана с жизнью, с нашими насущными необходимыми потребностями. Речь идет о сребролюбии, Почему я сказал о ее серьезности? Потому что апостол Павел говорит, что корень всех грехов есть сребролюбие. Настолько она серьезна. И на самом деле в Евангелии Господь не так много, например, говорит о тщеславии, хотя это тоже одна из 3 важнейших страстей. Не так много говорит о сластолюбии, чревоугодии, о блудной страсти. Просто коротко и ясно говорит о недопустимости этого. А вот то, что касается сребролюбия, он говорит очень много. И притчи, и конкретные заповеди. И он говорит очень строго, что не можете служить Богу и Мамону. Мамона – это древний идол, древнее божество, богатство. Давайте разберемся, что это такое, откуда эта опасность появилась, и как с ней быть, и как ее побеждать, конечно. Дело в том, что человек может и должен не просто от нее увильнуть, а он может ее по-настоящему победить. Он может стать блаженным, счастливым, он может соединиться с Богом, а у Бога есть настоящее богатство. Напомню, что само слово Бог происходит от санскритского понятия бага, и благо, богатство. Он и есть настоящий хозяин всех наших. Господь изначально сотворил человека как существо и духовное, и душевное, и телесное. Человек в этом смысле обладает даже большими способностями, чем ангелы. Ангелы, они бесплотные духи, а человеку дана возможность действовать в этом мире, в мире материальном. Он и должен изначально весь мир этот соединить через себя с Богом. Нам это очень важно понять, что окружающий мир освещается через нас, через человека. И детям это, кстати, можно показать и рассказать, и показать на очень наглядном примере. Когда вы сами добры, когда вы сами ласковы, когда вы гладите, например, кошку, собачку дома, то они таким образом воспринимают божественную любовь. Сами по себе напрямую они ее воспринимать не могут, они не могут молиться, они не могут освящаться. И они ее воспринимают через человека. Когда человек говорит добрые, ласковые, светлые слова, то это сегодня обнаружено наукой, а церковь-то об этом знала во все века, вокруг него расцветают цветы. Растения растут лучше. Семена, если их благословить, если над ними пропеть песню,
провозгласить молитву, то они прорастают лучше, чем те семена, над которыми ругались, бронились. То есть мир освещается через человека. И человеку был заповедан труд еще в раю. Вот Адам и Ева должны были возделывать и хранить сад. В этом смысле вообще с детьми вот очень важно, очень драгоценно читать детскую Библию. И это нужно сделать вовремя. Они, скорее всего, не будут уже проявлять к этому интересу в 13, в 15 лет, скорее всего, нет. Вот есть определенный возраст, это когда ребенок уже не младенец, то есть ему вот, когда лет 7-6 вот наступает. То есть не можно уже говорить о серьезном, и он в этом, именно в эти годы он задумается уже о смысле жизни, о том, зачем вообще он появился, что он должен делать. И вместе с тем он еще с родителями, он доверяет им. Он еще не отрывается от них, он не исполняет еще другую заповедь, что оставит человек отца своего и матерь свою. То есть он еще не обретает вот эту независимость. И вот тут-то как раз где-то вот с 6 до 10 лет вот в этом диапазоне. Надо с ними по вечерам почитать вот детскую Библию. Почитать, пообсуждать, порассуждать, поговорить о райском блаженстве людей, об их грехопадении, об их спасении в Иисусе Христе. Это для детей это будет очень дорого. Для них это ляжет в душу, вот эти минутки разговора о настоящем, о духовном, им хочется об этом знать. Им хочется слушать о настоящем смысле жизни. Им хочется слышать о чистой, настоящей, безусловной, абсолютно любви. Им хочется слышать о Боге. И для них важно, что они это вот могут обсуждать вместе с родителями. Так вот, Бог людей поместил в райском саду не для того, чтобы они там бездельничали, а для того, чтобы возделывать и хранить его. То есть это одна из 3 заповедей главнейших, которая Господом была человеку дана. Это плодиться и размножаться, наполнять землю, то есть творить новую жизнь, и жить в семье. Адам и Ева – это семья. Это возделывать и хранить сад, трудиться, украшать его, улучшать. И это не вкушать плодов запретного древа, древа познания добра и зла. Вот 3 заповеди. И как мы с вами знаем, люди соблазнились и нарушили эту заповедь. Лукавый дьявол в образе змеи предложил Еве съесть этот запретный плод. Что он им предложил? Вот обратите внимание на саму эту фразу, потому что именно этот соблазн нам предлагает сегодня окружающий мир, наша экономика. Он говорит, будете как боги. Будете как боги. Вот, когда человек верит в богатство, верит, что деньги решают все, что деньги могут все. Я очень надеюсь, конечно, что мы с вами сегодня друг друга понимаем, и что вы воспитаны на наших, как это называется, традиционных ценностях, нестяжания, скромности, и что это в вашей душе созвучно. Вы только утвердитесь, укрепитесь в тех мыслях, которые, наверное, вам и так были присущи. Так вот эта мысль, что деньги решают все, деньги могут все, это мысль ложная. Это мысль как бы делает человека самим Богом. А человек не может быть Богом. Он не может быть равен Богу, тем более выше Бога. Он должен быть слугой Бога. И люди в это поверили. Вот сказано, что Ева посмотрела на это яблоко запретное, и что она увидела? Вот это тоже важно детям рассказывать прям так, как есть, вот как написано в Библии. Не перетолковывать, ничего не добавлять, не смешивать, ни в коем случае это нельзя смешивать с какими-то оккультными учениями, с какими-то мифами, там, сказками и так далее. Библию можно воспринимать и изучать только как истину, как единственную, непреложную, безусловную истину. Тогда, кстати, и Бога это можно полюбить только как истину. Его невозможно полюбить как одну из религий. Вообще православное христианство – это истина, это не религия. Потому что Бог уже пришел во плоти, уже стал одним из нас и сказал, что Он с нами во все дни до скончания века. Нам не надо где-то когда-то с Ним потом связываться. Он уже с нами есть во все дни до скончания века. Поэтому религий много, а путь истины и жизни – это одно, это Христос. Поэтому Библию надо детям рассказывать как истину. Так вот, Ева посмотрела на это яблоко, и она увидела, что оно приятно для вкуса. Это все наши с вами страсти, сластолюбие. Все, что мы используем для наслаждений, для покоя своей плоти, для приятности. Это все, вот все страсти. Они включаются вот в этой приятности для вкуса. Служение чреву.
это тоже тесно связано со сребролюбием, но это еще не само сребролюбие. Она увидела, что это яблоко дает знание, это славолюбие. Когда мы с вами хотим похвастаться, прежде всего мы говорим «я это знаю». То есть мы прежде всего хвастаемся умом, потому что ум – это самая сильная сторона образа Божьего в человеке, самая мощная, та, которая его радикально отличает от всех животных, разум. Когда мы хотим кого-то унизить, мы всегда говорим «ты дурак», там, «ты идиот», «ты этого не знаешь», «я знаю». То есть мы возвышаемся прежде всего. Поэтому Ева вот почувствовала, что она дает знание, то есть она вот заразилась этой сластью тщеславия, самолюбования. И, наконец, вот она, сама суть сребролюбия, оно приятное для глаз. То есть она смотрит, она им наслаждается как бы глазами, она его еще не ест. И потом, приятность для тела, для плоти – это другое. А вот именно мысль, что ты чем-то обладаешь. Вот это вот наслаждение от обладания. Вот у тебя лежат деньги в банке, и ты просто наслаждаешься мыслью, что у тебя там лежит вот такая-то сумма, она тебе пригодится на черный день, ты можешь, если ты заболеешь, то ты можешь вылечиться, если ты что-то захочешь, ты можешь это все совершить, ты обладаешь над кем-то властью с помощью этих денег и так далее. Просто сама мысль, что ты чем-то обладаешь. Вот машина, человек купил себе красивую дорогую машину, вот он ее гладит, вот он ее целует. Женщина одна так и рассказывает, говорит, вот когда мой внук купил, я, говорит, копила деньги всю жизнь, вот я ему отдала, он купил машину, говорит, я ее заплакала, обняла ее и расцеловала. Вот она, ты моя, наконец, дорогая, пришла ко мне. Вот эта мысль о том, что ты вот выстроил дом, и ты вот все, будешь жить в нем до скончания веков, и ничего тебе не страшно, и в этом доме ты как за каменной стеной. Осталось только амбары, подвалы набить. Вот это вот мысль от обладания. И это очень опасная мысль. Почему? Потому что ты обладаешь землей. Но все материальное, все богатство, это все растет из земли, ну, согласитесь. И кирпичи, из которых ты построил дом, это земля. И оставь этот дом без присмотра, да, через 200 лет уже травой это все порастет. И машина это сделана из металла, который отлит из руды, добытой из земли. Вот. И деньги такие, это вообще нечего говорить. Это даже не бумажки сегодня, это так, циферки на банковских счетах. И очень, очень легко их всех обнулить и от этого человека избавить. Ты, по сути дела, привязываешься к земле. А земля – это тлен. Земля – это переменчиво, это не настоящее. В том смысле, она не имеет участия в вечности. Вот в том виде, как она сейчас, она не вечна. И человеческая душа, она сама по себе простая. Она не может, как сказал Спаситель, служить Богу и мамоне. Она не может, вот если она возьмет в руку один какой-нибудь предмет, она не может сейчас уже крепко, надежно в эту руку взять другой предмет. Она уже занята. А также и душа, если она понадеялась на богатство, хотя бы даже понадеялась, даже если она им не обладает, только если она еще только ищет его, думает, и способы подыскивает, все. Она закрыта для духовных благ. Мы сейчас с вами рассуждали об ответственности, о жертвенности, о терпимости, о любви. Человек не может искать любви. Само это слово, оно ему становится чуждо, неприятно. Да, иногда мы говорим о нем, но в нем не живем, все это бывает. Да. Но когда человек говорит, он хотя бы стремится. А бывает так, что человек не стремится. Он говорит, ой, любовь, это что-то такое страшное, это что-то такое высокое, это что-то такое духовное. Нет, я вот я лучше, вот моя дача, вот мои грядочки, вот мои шкафы, вот. Понимаете? То есть мы небесную любовь мы обмениваем на любовь земную. Это тоже любовь, но это сухо. Мы меняем море на таз. Вот в одной песне так пелось, зачем вы поменяли море на таз? То есть человек вместо того, чтобы поехать на море, там, дышать свежим морским вот воздухом, купаться вот в этой огромной бездне чистой соленой прекрасной воды, образно, конечно, он вместо этого наливает себе ржавый тазик такой жижи, насыпает туда немножко соли и говорит, да я вот, зачем мне ехать туда далеко на море, я вот здесь в тазике посижу. Вот что мы делаем, когда мы отказываемся от духовного совершенствования, от общения с Богом ради материальных благ. И поэтому Господь сказал, это известная история в Евангелии, прочитайте ее с детьми вместе, диалог с богатым юношей. Господь сказал, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Почему?
Потому что вот этот юноша, он имел желание вечной жизни. Он подошел к Христу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь ему как бы так вот для начала, как ступенечку говорит, ну ты же знаешь заповедь, не убей, не ходи, не прелюбодействуй, чти отца и мать. И юноша говорит, я это все сохранил от юности моей, то есть я воспитан, я эти заповеди соблюдаю. И Господь ему говорит, еще одного тебе не достает, пойди, раздай имение твое нищим, следуй за мной. А юноша был богат, у него было богатое имение. И он отошел скорбя, он не смог этого сделать. И вот тогда Иисус Христос говорит, как трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное. А ученики его ужаснулись, так и сказано в Евангелии, ужаснулись. Почему? Потому что для них было привычно думать, вот так, как очень часто думаем сегодня мы, о том, что как это можно прожить без богатства? Да разве деньги не являются признаком избранности человека? А разве они не являются символом того, что к этому человеку Господь благоволит? Разве они не являются показанием того, что ты все сделал правильно в жизни? Как это имеющим богатство трудно войти в Царство Небесное? А Господь не только их не переубеждает, а Он еще даже усиливает. Он говорит, как трудно надеющимся даже на богатство войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в Царство Небесное. Вот как тяжело. Поэтому в истории православной церкви есть святые, которые обладали деньгами, но это единицы. И вот они действительно употребляли деньги для служения. Потому что сами по себе деньги не являются злом. Вот это нам хорошо напомнить. И вообще все, что вокруг нас, одежда, мебель, там, даже дом, квартира и даже машина, оно злом не является. Злом является привязанность. Злом является надежда на богатство. Злом является восприятие богатства как своего собственного. Что это ты заработал, что это ты купил, что это тебе принадлежит. А это большая ошибка. Нам ничего в этом мире не принадлежит. Мы пришли в этот мир, по большому счету, мы в самом прямом смысле пришли в этот мир голые. Даже ни одной рубашечки не было на нас, вот как мы родились из чрева матери. И по большому счету мы с вами голенькие с этого мира и уйдем. Ну, положат нам в гроб, конечно, какие-то там одежки, покрывало, кто-то еще деньги кладет в гроб. Гроб может быть самый дорогой. Ну, за несколько лет это все превратится в землю, как и тело само. И человек единственное, что он несет с собой свою душу. И состояние этой души будет зависеть от того, что она в себе имеет. Вот если в этой душе будет любовь, мир, милосердие, терпение, нестяжание, воздержание. Воздержание вообще-то это превосходный добродетель. Вот ей надо учиться, ей надо учить детей вот прямо с детства, прямо любые проявления жадности надо прямо отсекать и очень строго отсекать. Вот любую такую похоть, там, хочу, капризы, зависть, это все надо пресекать. И понятно, что мы должны жить сами так, мы должны сами быть неприхотливыми. Самое простое жилье, вот необходимое, ну, соответствующее размерам нашей семьи, понятно, пускай это и дом даже будет, да, но не хвалиться, не гордиться, там, не хвастаться. Вот довелось недавно побывать в одной семье, там, где человек, у меня еще и жену, детей, выстроил такой прекрасный, действительно добротный, хороший дом. Вот. И привел потом туда друзей, устроил такую, как это часто бывает, ну, человек же строит дом и думает, что я для себя построил. Пьянку обычную субботу. Поводил их по этому дому, показал им, похвастался. Ну, кто-то из них, наверное, позавидовал. Вот, и все, и так далее. И вот, что называется, этого человека сглазили. Ну, я уже не знаю, приворожили или как. Ну, в общем, он ушел из этого дома. И потом он говорил, что я даже зайти сюда не могу. Вот он потом жене говорил, говорит, там как будто стены все чем-то измазаны. Он не мог переступить порог собственного дома. И жил где-то там вот с другой женщиной. Понимаете как? Вот его привязанность к собственному же имуществу сыграла с ним такую вот духовную шутку. Поэтому воздержание – это великолепная добродетель. Вот есть у меня один друг, приятель, он учился на врача, сейчас он уже закончил, он уважаемый доктор, работает, у него семья, там, автомобиль есть, дети.
Вот. Но вот он настолько трудолюбивый, настолько простой, настолько честный парень, и как-то вот мы разговаривали, он говорит, да что там деньги, говорит, можно жить на 1000 рублей в месяц. Ну, за ним никогда не наблюдалось пустословие, поэтому я удивился, переспросил, говорю, ты не ошибся? Он говорит, на 1000 рублей в месяц можно жить. Вот, картошку я привожу с дома, там, ну вот хлеб, молоко, все, одежду ношу, какая есть, хожу пешком везде, хотя врачи-медики, как вы знаете, не учатся там в одном конце города, в другом конце города, но он везде успевал ходить пешком. Вот такой вот трудолюбивый. При этом служил еще Богу. Помимо еще занятий, он же приходил каждую неделю на службу, без всякого вознаграждения, без всяких выплат. Он еще и вот алтарничал в храме, помогал. И Господь ему давал вот такую силу, радость. Это он превосходно закончил медицинскую академию, жена его тоже врач, растут у них дети. Вот что делает с человеком скромность, когда человеку многого не надо. Вот. И здорово, когда эту скромность человек от себя принесет. Кстати, я сейчас об этом тоже скажу, потому что вопрос, может быть, у многих в уме есть. Священнику чаще всего задают 2 вопроса. Первый из них – это как вы стали священником, вот. А второй – это сколько стоит ваш крест. Вот. Поэтому, глядя на позолоченную цепочку и на перстный крест, может быть, у вас тоже этот вопрос возникает. Иногда и на улице даже спрашивают, батюшка, вот вам не стыдно идти там, допустим, с золотым крестом? Вот. Поэтому я поясню, тем более многих это смущает, говорят, ну вот церковь проповедует о нестяжании, а тут вот золотые купола, тут вокруг вот много нищих, там такие иконы, облачения такие золотые, как это все совмещается, да, вот, ну и конкретно вот от себя я отвечу. Я не буду, конечно, называть конкретную цифру, она небольшая. Но я скажу так, что он стоит примерно столько же, вот сколько каждый из нас носит золото на себе. Вот каждый из нас носит колечки, какие-то сережки, там, браслетики, цепочки. Вот если вы все это вместе вот сложите и посчитаете, это будет примерно столько же, сколько стоит. И это очень важно, то есть священник, он показывает, что золото – это ведь Богом создано. Да? Это металл, который мы добываем из земли, он не ржавеющий, он красивый, да? И мы должны его посвятить Богу. Не себя украшать, не свои ушки, не свои ноздри. А мы должны украшать этим то, что принадлежит Богу. Изображение Сына Божьего, Иисуса Христа, распятого на кресте, на котором Он совершил наше спасение. Вот почему мы не только не прячем эти кресты, а наоборот, мы их носим. При этом сама одежда священника, она как бы строгая, она аскетичная, то есть она показывает, что вот для себя мы как раз должны минимум всего иметь, должны стремиться ходить пешком, там, ну, у кого, правда, по-разному обстоятельствам жизни. Человек, священник может иметь автомобиль, в этом нет греха, если ему это необходимо для служения. А многие священники ездят на службу, бывает, и за 100 километров у них приходы, которые они должны кормить. То есть для себя мы должны иметь вот минимально необходимо, а для Бога мы должны отдать все. И этому есть основание в Евангелии. И дети ваши, наверное, тоже спросят, потому что именно подростки-то, вот они как раз, в них начинает действовать вот это вот страсть сребролюбия, и они вот раскрывают рты, и они-то как раз и спрашивают, да, на улице там, ой, там, святой отец, сколько же у вас, настоящее ли это золото или нет. Так вот, им объясните, почему это можно, и почему мы должны золотить купола. А потому что в Евангелии рассказывается о том, как женщина, блудница, грешница, вот она пришла к Иисусу Христу, когда он находился в доме, в гостях у одного фарисея, и она принесла дорогущий мир. Представьте, баночка, такой флакончик духов драгоценных, благовоний, мази. Вот он стоит примерно наши деньги, там, около 500 000 рублей. И она не просто вылила и помазала Христа вот этой мазью, так что весь дом наполнился благоуханием, а она разбила эту банку. То есть она показать, что я не просто чуть-чуть помажу, я отдаю все. Может, даже эти деньги она вот скопила, в том числе своим праведным вот этим заработком, своим трудом. Может. Но Господь принял эту жертву. И стали роптать ученики. Они стали говорить, к чему такая трата мира? Вот не лучше ли было бы его продать там, за 300 динариев и раздать нищим? И Господь говорит, оставьте ее в покое. Она сделала добро для меня, она приготовила меня к погребению. И воистину, где будет проповедано Евангелие во всем мире, будет сказано о том, что ведь 2000 лет прошло, мы за несколько тысяч километров от Иерусалима, и вот мы рассказываем о том, что она сделала. И говорится, что вот тогда Иуда,
увидев это и услышав эти слова Спасителя, он пошел к книжникам, первосвященникам, фарисеям и сказал: что вы мне дадите, и я вам продам его. Вот сребролюбием недугов омрачашися, так поется на Великой Седмице о грехе Иуды. Вот человек, само имя, которое стало нарицательным, само имя, которое означает предательство, трусость, а закончил он самоубийством в итоге, потом пошел и повесился, потому что эти 30 сребреников, конечно, никак его не обрадовали. Но он, по сути дела, он разочаровался в Христе, потому что он надеялся, Иуда надеялся, что Христос – это земной царь, который всех накормит, который всех излечит, который установит мировое господство Израилю, который прекратит все войны, и все будут жить в сытости, в благоденствии, только лишь в покое, в богатстве. И когда он увидел, как Христос отнесся к этой жертве женщины, он в нем разочаровался окончательно, и он его предал. Вот что может с человеком сделать сребролюбие. А это ведь апостол. Это апостол, которому была дана власть изгонять демонов, воскрешать мертвых, исцелять больных, вот, который все это мог, который видел 3,5 года чудеса Христова. И до какой глубины, до какого нравственного падения он упал, он опустился. Само Евангелие, его красота, его сила в том, что это не философия, это событие. Оно просто рассказывает о том, что происходило, и как люди соединялись с Богом, и как Бог пришел к людям. И вот рождественская история в этой линии занимает очень важную роль. Там рассказывается о том, что Христос родился в пещере. Ведь это исключительно поучительно для нас, что Он родился в чужом городе во время переписи, вот, что Его маме пришлось туда идти, что вот не было места в гостинице. Что Он этим показал, Господь наш, тем, что Он родился в пещере в Вифлееме? Он показал, что не в деньгах спасение. Он показал, что деньги не спасают. Он мог бы по своему всемогуществу, хотя он был царского рода, то есть его мама, Пресвятая Богородица Мария, она была из числа потомков царя Давида, она была царского рода, и он мог бы, конечно, родиться в другое время, в царских палатах, в окружении там, бриллиантов, золота, изумрудов и прочего, но он это не сделал. Он показал свое смирение. При этом, принимая от людей вот эти вот жертвы, сам он не имел ничего, он не имел где головы подклонить. То есть, когда он путешествовал, когда он учил людей, он ходил в одной одежде, вот в этом хитоне, который потом воины поделили возле Христа. У него не было постоянного жилища, у него не было постоянного пропитания, они жили по жертвам, люди дают, а иногда и просто колосья срывали вот на ходу и ели. И даже воды он с собой не носил, останавливался у колодца и просил людей, чтобы дали напиться. Вот поэтому он нам говорит, что чтобы мы были как птицы небесные. Не заботьтесь, говорит, не заботьтесь. Это надо, вот это слово, точнее в нашем переводе, означает не тряситесь. Вот не переживайте, что вам есть, что вам пить. Вот у тебя есть сегодня зарплата, все, радуйся. Получил, отдай какую-то вот часть своего дохода, вот как жертву Богу отдай. Просто этим выражает то, что, Господи, Ты ведь мне дал жизнь, Ты ведь мне дал здоровье, Ты мне даешь руки, ноги, Ты нам пищу подаешь, Ты нам солнышком сияешь с небес, это же все Твое. Твоя от Твоих Тебе приносящих. Отдай, и дети должны это видеть, и они должны это понимать. Удели обязательно какую-то часть, удели бедным. Вот со своих доходов. Напек оладушек. Ну вот там полную большую тарелку, хорошо, прекрасно для семьи, в этом нет греха. Но отложи вот из этой горы, отложи тарелочку, пакетик, пошли ребенка, сбегай там вот к бабушке, там, Зине, отнеси, которая там бедненькая, там, или вот там где-то дедушка, там, бродяга, не назвать только их бомжами, это очень оскорбительное слово. Бродяга, вон там где-то в палисадничке присела, ну-ка сбегай там и относи. Или там, так вот завтра пойдем, сейчас пойдем в магазин, всегда у нас там на углу кто-то сидит, милостыню просит. От своих рук отдай ему вот эту вот малую жертву. Это так угодно Богу, это так приятно, это так важно, чтобы мы учились милосердию. И об этом Господь рассказал такую притчу.
Вообще, читайте с детьми притчи, читайте с детьми Библию, разбирайте с ними притчи. Ничто так не ложится в душу, ничто их так не воодушевляет. Чтобы они не стали сребролюбами, чтобы они не мечтали о богатстве, чтобы они не думали о том, что им с детства уже там где-то куплена квартира, проплачено образование, вклад где-то лежит, который на 10 черных дней им все проблемы решит. Нет. А читайте с ними вот эти притчи. Это настоящее богатство, это настоящее сокровище. Так вот, Господь рассказал такую притчу. Притча о неверном домоправителе. О том, что был некий хозяин, у которого был управитель. И хозяин узнал, что управитель плохо управляет имением, расточает. И собрался его уволить. И управитель, узнав об этом, что стал делать? Он позвал должников своего хозяина и сказал: сколько ты должен ему? 100 мер пшеницы. Возьми твою расписку и напиши 50. Сколько ты должен? 100 мер масла. Возьми твою бумагу и напиши 50. То есть он стал давать скидку не от своего богатства. То есть он еще дополнительно стал, можно сказать, лукавить. Для чего? Для того, чтобы потом, когда его уволят, чтобы его приняли вот эти люди, чтобы они ему подали, чтобы они его спасли, накормили. И вот Господь говорит: вот посмотрите, насколько сыны века сего, вот, материалисты, да, насколько они догадливы, то есть насколько человек продуманный по поводу своего будущего. Вы поступаете так же в отношении духовных благ. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что такое богатство неправедное? А все, что мы с вами имеем, это и есть все богатство неправедное, в том смысле, что мы его не создали. Мы не светим солнышком с неба, не мы дождик с неба льем, не мы это золото в землю закопали, не мы, это Богу все принадлежит. Не мы свои силы и здоровье это все создаем, не мы, это все Божье. И поэтому, а вот от этого неправедного богатства, которое нам на время просто поручено, доверено, приобретай себе друзей, то есть помогай нуждающимся, чтобы самому научиться в любви. И чтобы потом эти бедные, которые, может быть, они будут Царство Небесное, с них мало спросится. И они, может, Господь их легче примет и легче просит, чтобы они за тебя походатайствовали, и они тебя приняли. Как рассказывается в одной такой святоотеческой истории, как там богача одного судил, уже Господь на страшном суде, и нечем было его продать. Вот совершенно было просто нечем. И ему уже бы готовили адовые муки. И тут ангелы вдруг вспомнили одну историю и прибежали к Богу, говорят: Господи, да вот мы вспомнили, он как-то ехал на телеге, за ним бежал нищий, чтобы тот отвязался, тут просто хотел в него кинуть камнем, а камня не было, а под руку булочка какая-то засохшая попалась. Вот он взял и булочкой в него кинул. Ну это же тоже милость. Ну и вот и за это Господь говорит: ну что ж, и за это надо простить. Вот об этом мне хотелось сегодня рассказать. Тема бесконечная. Они, там множество Евангелий, множество заповедей. Мы ее только-только сегодня чуть-чуть тронули, чуть-чуть нащупали. Но если вы, как говорится, да, разумеющему достаточно, если вы почувствовали сам Дух, то вы откроете вот эту книгу, единственную книгу, которая только и имеет право называться просто книгой. Она так и называется. Библия. Книга. Вот. Вместе с детьми и будете читать, и будете выстраивать свою жизнь, чтобы их вот этот демон, этот дух сребролюбия не завлек, не затащил к себе, не привязал к земле, не увлек от Бога. Чтобы они действительно были, как птицы небесные, летали в любви, в нестяжании, во внимании к окружающим людям, в щедрости, чтобы жизнь их была полной радостью. Вот тогда они будут по-настоящему счастливыми людьми. А уж счастья нашим детям, я думаю, желает каждый. Я постарался сегодня рассказать о настоящем счастье, как я понимаю. Господь да будет с вами, да поможет вам в этом духовном труде. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат, и будем на этом завершать нашу встречу. Наше время подходит к концу.
Тогда, если можно, просто плюсики поставьте в чат, чтобы мы увидели, вы еще с нами или нет. Пока не видно реакции. Или слова прощания, до свидания. Напишите, чтобы мы ощутили, что мы еще с вами по-прежнему вместе. Ну что ж, с Богом, тогда кланяюсь. Простите, что-то, может быть, было недосказано или не точно выражено. Пусть Господь вас сам Святым Духом наставит на всякую истину. Благодарю за внимание, за то, что мы были сегодня с вами вместе.